Добрый дзень, гэта канал Свабода Прэміум. Тут Ганна Соус у Празе і моя суразмоўца былая следчая Святлана Хілько, якая ў народным антыкрызісным кіраванні адказвае за ўзаемадзеянне з сістэмай МУС і рэформу органаў унутраных справаў. Яна на відэасувязі з Сан-Франциско. Добрый дзень, Святлана. Добрый день, Ганна. Дякую, что запытали. Святлана, вы уже были гости Свободы Премиум, и для тех, кто впершыню вас бачыць, я коротко вас представлю. Вы скончылі Акадэмію Міністэрства ўнутраных справаў і 10 гадоў працавалі ў праваахоўных органах Беларусі. Ну і наколькі у вас захаваліся шчыльныя контакты, і наколькі яны новыя эти контакты цяпер з супрацоўнікамі МУС, і ў чым заключаецца ваша праца па ўзаемадзеянні з органамі ўнутраных справаў? Да, у меня достаточно широкие контакты, и эти контакты только расширяются с того момента, как мы начали работать над реформой. На сегодняшний день в команде, которая работает над реформой Министерства внутренних дел, есть представители практически всех подразделений Министерства внутренних дел. И с нами также выходят на связь не только представители МВД, но и Следственного комитета и других органов. Все они понимают, что реформа назрела, все они понимают, что она назрела давно, и они хотят поучаствовать, они хотят приложить усилия, чтобы система новая, которую мы будем строить, была действительно такой, которая будет служить людям и будет в том числе хороша для сотрудников, потому что там изнутри системы тоже очень много есть вопросов по ее эффективности. А вы кажете, все супрацоўнікі, все подразделения системы внутренних справ с вами взаимодействуют, сапраўды все и АМАП? Амаль усе, я казала, на конт АМАПа у нас есть бывшие сотрудники АМАПа, действующих сотрудников ОМОНа нет в числе тех, кто сотрудничает с реформой. Ну і мы зараз знаходзімся ў жывым эфіры, і тым, хто нас слухае, я прапаную, вы можете задаць пытанне Святлане, все, што тычыцца і рэформы ўнутраных справаў, Міністэрства ўнутраных справаў, якую яна цяпер разам з паплечнікамі, разам з вялікай камандай, у тым ліку сілавікамі ў Беларусі рыхтуе, і все тое, што тычыцца ўзаемадзеяння. Скажыце, калі ласка, якая сфера у гэтай сістэме патрабуе рэфармавання найперш? Смотрите, мы хотим предложить проект реформы, в котором мы высказываем свои мысли и идеи, которые на сегодняшний день есть у группы реформаторов и у НАУ. Но мы ни в коем случае не хотим навязывать эти идеи. То есть у нас есть предложения, мы можем обосновать, почему мы такие предложения вносим, а дальше мы хотим получить обратную связь. И вот как раз-таки это будет являться одним из ключевых моментов реформы, построения такого демократического диалога и реализация реформы снизу вверх, так называемая, потому что все реформы, которые вертикально спускаются сверху вниз, какими-то экспертами и так далее, это не приводит к демократизации страны. К сожалению, это опять же построение той же самой вертикали. Какими бы благими не были намерения людей, которые приносят вот такую готовую реформу, к сожалению, это не приведет к тому, что мы в Беларуси построим демократический механизм. Поэтому вот фокус реформаторов или группы, с которой я работаю, он будет именно нацелен на диалог и на получение обратной связи снизу, как от людей, так и от сотрудников. Давайте уявім, я перакананая, што гэта так можа быць, што цяпер нас слухае хто-небудзь з супрацоўнікаў унутраных справаў, што б вы сказалі ім? Сотрудникам внутренних дел сегодня можно сказать, что бы я им сказала. Я бы, наверное, сказала, что им нужно начинать выстраивать диалог с людьми. Им нужно, нам всем нужно перестать верить той пропаганде, которая льется со всех сторон, в том числе и внутри системы, и выйти самим на диалог и спросить, чего же хотят люди. Я понимаю, что политинформация и все остальное, то, что доводят начальники, запугивая нас, запугивая сотрудников, что вот придут какие-то сейчас змагары, тут всех уволят, будут какие-то массовые иллюстрации и так далее. Вот чтобы удостовериться, действительно ли это так, я бы предложила сотрудникам самим организовать встречу с гражданами на их участке, в их районе, поговорить с жителями своего города и узнать, чего же на самом деле хотят люди. Потому что, работая над реформой МВД, я тоже стала организовывать такие встречи с людьми, и у меня тоже были опасения, что вот сейчас будут все приходить, говорить о каких-то массовых иллюстрациях, просить всех уволить, но это не так. Люди приходят со совсем другими запросами, люди приходят с запросами о том, как же нам вместе дальше строить систему, как же нам не допустить того, что произошло, и нет никаких вот этих страхов и опасений, которые внушает сегодня руководство МВД. Поэтому я бы, наверное, обратилась с запросом говорить с людьми, и каждая
ваш вот момент контакта с людьми в дальнейшем, понимайте, что именно от них будет зависеть ваша судьба, именно от того, насколько вы эту ситуацию сможете развернуть в противоположную сторону, наладить диалог, либо не сможете этого сделать. То есть понимайте важность каждого дальнейшего вашего контакта с каждым гражданином Беларуси. Вы самі была следчая, 10 гадоў працавалі і з рознымі сітуацыямі сутыкаліся. Можаце уявіць, якія дылемы цяпер стаяць перад следчымі, як яны іх вырашаюць? Можаце вот так адчуць себя на іхнім месцы? Ой, вы знаете, это такой немножко провокационный вопрос, потому что как я могу сегодня, находясь в комфортной зоне, поставить себя на то место, на котором находятся следователи и сотрудники ОВД в Беларуси? Им очень тяжело. На самом деле очень тяжело принимать решения, которые идут против совести. Я даже не назову это решением, то есть это просто исполнение чьей-то воли, это не их личная воля. Поэтому я не могу здесь заниматься популизмом и говорить, да я бы вот никогда, или я поступила бы тем или иным образом. Даже смотря какие-то кадры пыток, еще августовские, я не перестаю задаваться вопросом, а вот что такое могло бы произойти в моей жизни, или что такое произошло в жизни тех людей, женщин и мужчин, которые совершают пытки. И могла ли я быть на их месте, могла бы я делать вот то, что делают они. И мне, конечно, хотелось бы внутри верить, что нет, да никогда я бы не могла, но, к сожалению, такой гарантии, наверное, попадая в определенные условия, люди дать не могут. Поэтому я бы избегала популизма, и я бы избегала того, что вы говорите сейчас, как бы я поступила на их месте. Я не на их месте. Святлана Ціхановская, є прадстаўнікі, Павел Латушка, прадстаўнікі народнага антыкрызіснага кіравання даволі часта агучваюць лічбу, што ад 50 до 80% дзяржаўных службоўцаў, сілавікоў у апазіцыі да Лукашэнкі. Гэта не значыць, што яны гатовыя публічна сыходзіць, але гэта значыць, што яны не згодныя з гэтай палітыкай. Вот гэтыя лічбы, праверыць іх цяжка. Ёсць людзі, якія да іх скептычна ставяцца. Ну, всім, хто прагне пераменаў, насамрэч хочацца ў гэтыя лічбы верыць. Наколькі, вот як можна абгрунтаваць гэтую лічбу, ці сапраўды яна такая? Што такая вялікая колькасць людзей, якія ў апазіцыі, і гэтая пазіцыя можа быць вечная, яны могуць быць вечна незадаволеныя, але нічога не рабіць. У нас просто в стране нет социологии. Говорить о каких-то цифрах на сегодняшний день не приходится. Мы черпаем информацию из тех источников, которые доступны нам. То есть мы не можем на сегодняшний день провести масштабный опрос сотрудников. Мы не можем на сегодняшний день провести масштабный опрос государственных служащих. То, что однозначно запрос среди них на изменения и на вот прекращение этой работы на поводке, да, когда на каждого есть статья, на каждому могут угрожать, и никто не чувствует себя в безопасности, он однозначно есть, но прям вот говорить 80% это 75-60 или сколько-то еще, я бы не стала. Это еще зависит от подразделений. Если мы говорим о системе органов внутренних дел, в каких-то подразделениях этот процент выше, в каких-то подразделениях ниже. Я увосень гутарыла з Андрэем Кітовым, ён былы намеснік начальніка Алмазу. Ён быў на пенсіі, і ён быў не згодны з тым гвалтам, які адбываецца ў краіне. У той час ён быў не згодны з пазіцыяй Ігора Макара, былога спецназаўца, і ён разны пункт гледжання на гэта выказваў. Але галоўнае, што ён хацеў сказаць і сказаў у эфіры, што не ўсе людзі ў пагонах сволачы і звяры. Большасць каментароў, якія былі на гэта інтэрв'ю, былі вельмі адмоўныя. І якраз ему наўпрост казалі, што ты вот той самы чалавек, які чыніць гвалт, хаця ён давно быў на пенсіі. Андрэя Кітова, на жаль, няма, ён памёр, ён захварэў на каранавірус, і вот месяц таму яго не стала. Ён нас не можа слухаць, хаця слухаў. Як вы лічыце, чаму важна не дэманізаваць людзей у пагонах, і насамрэч яны не ўсе сволачы і звяры, так? Ёсць гэты зваротны эфект ад таго, што людзі бачаць гвалт, уяўляюць, што кожны сілавек, это значыць, ён чыніць гэты гвалт. Чому есть тут небяспека и чему треба осторожно с этим? Ну, во-первых, каждый раз, когда мы обвиняем всех массово в каких-то преступлениях, это однозначно не может быть справедливое обвинение. Когда мы просто берем какую-то категорию людей и говорим, вот они все такие. Однозначно в этой категории людей будут исключения, и мы не попадем, да, во всех.
Сотрудники, которые, вот представьте честного сотрудника, которому действительно тяжело, он находится внутри системы, на него оказывается огромное давление, сотрудников увольняют, за сотрудниками осуществляется такая же политическая слежка и так далее, и так далее. И вот он делает, он старается что-то на благо страны, а потом он слышит с экранов постоянно, что ну, вы все равно все плохие. То есть это такая позиция, которая выгодна на сегодняшний день только нелегитимному президенту, который находится в стране. То есть позиция разделять людей, позиция их поссорить между собой, позиция вызвать агрессию у граждан в отношении сотрудников, у сотрудников в отношении граждан, эта позиция выгодна только одному человеку. Нам нужно искать диалог. Скажите, калі ласка, як вы мяркуеце, у той рэформе, якую вы распрацоўваеце і якая будзе у новай Беларусі, у гэтым многія людзі перакананыя, на чале Міністэрства ўнутраных справаў, на чале сілавых структураў мае стаяць цывільная асоба ці чалавек у пагонах? Это может быть и гражданское лицо, это может быть и человек в погонах. Для меня важнейшими качествами здесь были бы профессионализм и наличие управленческого менеджерского опыта и вот уровень лидерства или то лидерство, которое мы хотим видеть в системе МВД. Если человек в погонах будет отвечать этим требованиям, конечно, он может стать во главе этой системы. Если гражданский человек будет отвечать этим требованиям, он тоже может стать во главе этой системы. Я не вижу здесь препятствий. Разработаная стратегія перамогі, паводле якой у траўні павінны быць абвешчаныя новыя выбары. Як ваша каманда, людзі, якія працуюць над рэформай МУС, над будучай рэформай МУС, над взаемадзеяннем з супрацоўнікамі Міністэрства ўнутраных справаў, якой вы бачыце на сённяшні дзень задачу мінімум, задачу максімум, на якім этапе вы цяпер? По крайней мере, мы видим свои задачи в том, чтобы подготовить платформу для будущей реформы МВД, собрать как можно больше обратной связи, которую мы можем сегодня собрать, сделать выводы о том, чего хотят люди, чтобы в тот момент, когда придет время реализации реформы, мы не оказались перед непонятной ситуацией, когда мы совершенно не знаем, что делать, и нам нужно быстро принимать решения, а у нас нет никаких данных. И мы принимаем эти решения, исходя из точки зрения одного-двух людей, и начинаем делать реформу, которая не факт, что это именно то, чего хотят люди и то, чего хотят сотрудники внутри страны. То есть для нас подготовка вот этой вот платформы и площадки и основ, на которых мы будем строить реформу, это очень важно. И в том числе здесь и IT-решения, и разработки, которые мы сейчас ведем, которые именно обеспечат вот этот вот сбор информации, постоянной и обратную связь от граждан. Мы считаем необходимым установить вот этот вот диалог между реформаторами, между гражданскими организациями, между правозащитными организациями, между индивидуальными активистами, лидерами дворовых инициатив и всеми, кто заинтересован участвовать в реформе и давать свою обратную связь. Я гутарыла ўвосень з былым начальнікам следчага ізалятара на Валадар з Олегам Алкаевым, і ён тады, сітуацыя крыху іншая была, чым цяпер, але ён тады вельмі скептычна ставіўся да таго, што будуць людзі звальняцца з міліцыі, хаця тады 100-тысячныя мітынгі былі на вуліцах Менску. Я працытую: незадаволеныя людзі ў сістэме заўсёды ёсць, але кінуць службу, страціць кавалак хлебу рызыкоўна, сістэма даволі трывалая, звязаная парукай, кругавой ці крывавай. Там не толькі грашымі прывязанымі, яны звязаны ўчынкамі, агульнай залежнасцю, прафесійнай, ад камандавання, ад сваіх сяброў. Гэта цытата з Олега Алкаева. У чым ён мае рацыю і ў чым, магчыма, вы яму б запярэчылі? Я соглашусь с ним, что круговая порука в системе присутствует, что там очень много элементов, которые сдерживают уход людей из системы, но это происходит не только в МВД, это на уровне всей республики. То есть вот это вот на тебя всегда найдется статья, ты материально ответственное лицо, мы всегда найдем, за что тебя посадить, ты лучше молчи. Это же происходит на всех уровнях, это не только происходит в системе МВД. В чем я не скажу, что не соглашусь, но я вижу, что сотрудников увольняется довольно много. Почему мы не видим их выступления в СМИ? Почему мы не видим их какие-то заявления или опубличивания вот этого процесса ухода из системы? Мы только видим цифры, мы видим, сколько ГУВД потеряло людей, мы видим, сколько ОМОН потерял людей, мы видим, сколько в общем система МВД теряет людей и насколько сложно им набрать людей. То есть они публикуют
какие-то вакансии, в которых, ну, практически нет требований. Они готовы сейчас набирать кого угодно, в том числе и сотрудников, которые были когда-то уволены по компрометирующим основаниям. Почему мы не видим этого публично? Потому что, опять же, люди запуганы. Они уходят из системы МВД, им говорят, если ты где-то высунешься, ты, пожалуйста, молчи, потому что иначе в отношении тебя будет уголовное дело. Им угрожают вплоть до физических угроз их семьям. Поэтому, наверное, это не видно публично, но эти процессы происходят. И очень много людей, которые ждут, вот у меня окончание контракта сейчас летом мы будем видеть тоже массовые увольнения. Люди, которые по каким-то еще причинам вот оттягивают этот момент, но недовольных в системе очень много. А у рэформе прадугледжана скасаванне вось гэтых кантрактаў рабскіх, дзякуючы якім людзі баяцца звольніцца, таму што яны мусяць гіганцкія сумы грошай выплаціць. Однозначно, вот эта вот система мотивации, так называемая, которая присутствует сегодня, когда, во-первых, начиная от отбора кандидатов, то есть люди идут служить в милицию, там, откосить от армии, заодно получить высшее образование, еще по каким-то мотивам странным и так далее. Это все нужно менять. То есть в милицию или в полицию должны идти служить люди, действительно замотивированные это делать. Каким образом это будет реализовываться? У нас будет предложение, у нас есть предложение. Например, начиная с того, что ответственность за подобранных кандидатов на службу должна возлагаться на территориальный орган, который подобрал этого кандидата. Например, начальник РУВД подбирает человека, который должен учиться и прийти к нему потом работать. Само РУВД будет оплачивать учебу этого человека. И учеба не должна быть, вот на наш взгляд, опять же, это такая, может быть, не первоочередная будет задача, но в долгосрочной перспективе мы бы хотели, чтобы это не было 5 лет непрерывного обучения. Например, год проучился сотрудник подобранный, потом он пришел на полгода на практику, и он совмещает работу практическую в территориальном органе с подготовкой к экзаменам и с учебой, и за это время это дает возможность, в том числе и территориальному органу, понять, насколько этот сотрудник им подходит, насколько они готовы дальше в него инвестировать и оплачивать его обучение. И таким образом мы уйдем от вот этих вот контрактов непонятных, и суммы эти сейчас очень сильно завышены, то есть эти суммы сделаны специально таким образом, чтобы сотрудникам было тяжелее и тяжелее уходить из системы, то есть это такое действительно рабская привязка. И вот эти подъемные контрактные, они существуют не только в системе МВД, они существуют и в других государственных органах тоже. Як вам бачыцца сітуацыя з хатнім гвалтам у краіне, з адсутнасцю закону аб папярэджанні хатняга гвалту? Наколькі гэта звязана з тым узроўнем страшным гвалту, які все беларусы пабачылі у жніўні, у верасні і працягваюць бачыць кожны дзень, і наколькі важны закон о папярэджанні хатняга гвалту? Ну, тут сложно преувеличить значение этого закона или важность этого закона. Это закон, который обязательно должен быть в Беларуси. Это еще раз, это тот закон, который назрел уже на протяжении многих лет. Ведь насилие, которое начинается в семье, потом мы видим результаты этого насилия и во взрослой жизни. Возможно, именно вот такими методами, когда на ранних стадиях мы предотвращаем насилие, нам удастся вырастить новое поколение людей, которое не будет понимать вот этих, в принципе, насильственных методов воздействия на кого-то. Они будут уметь вести диалог, они будут уметь взаимодействовать совсем по-другому. Конечно, это закон, который обязательно должен быть в Беларуси. Лозунг «Міліцыя з народам» шмат гадоў гучаў на розных вулічных акцыях у Беларусі, і шмат гадоў гучала, што калі 100 000 чалавек будзе на вуліцы, міліцыя будзе з народам. Часам самі міліцыянты это казалі людзям на мітынгах, якія збіралі каля 1000 чалавек. Восень, лета показалі, што может і 500 000 чалавек быць на вуліцах гарадоў беларускіх і больш, але міліцыя не будзе з народам. Я так разумею, што цяпер абраны больш мягкий способ працы з міліцыяй, не такі відавочны, што мы выйдзем все на вуліцу, і міліцыя окажется з народом. При якіх умовах яна окажется з народом? Милиция окажется с народом тогда, когда народ, точно так же, как вот когда окажется с народом все рабочие, когда окажется с народом все спортсмены, когда окажется с народом весь остальной народ. То есть милиция — это такая же часть общества, как и все остальные. Нам просто нужно говорить друг с другом и расширять вот эти вот связи, расширять свой, что ли, круг
поддерживающих нас людей, да, вот это вот то, что сейчас пропагандируется, вот есть какие-то ябатьки, извините, неприятное очень слово, есть какие-то еще люди, есть там милиционеры, есть обычные граждане, вот это вот все разделение людей на категории, оно не приносит нам ничего хорошего, оно выгодно только тому человеку, который захватил власть в Беларуси сегодня, то есть наша задача как общества гражданского научиться общаться и вести диалог с совершенно разными людьми, это то, что нам придется делать в Новой Беларуси. В Новой Беларуси нам придется садиться за стол переговоров, нам придется слушать противоположные мнения, и если мы хотим прийти в демократию, а не снова в какой-то еще одну аналогию авторитарного режима, нам нужно будет слушать, нам нужно будет находить консенсус. То есть мы не сможем уже действовать старыми методами, когда пришел кто-то один главный, сказал, что так делать нужно, все согласились, и мы все пошли это исполнять. Потому что это, опять же, будет вертикальная вот эта система. Поэтому милиция будет с народом тогда же, когда и весь народ будет с народом. Калі вы ішлі працаваць у Міністэрства ўнутраных справаў, калі вы вучыліся ў акадэміі МУЗ, якая была ваша галоўная матывацыя? Чаму вы пайшлі туды, чаму вы выбралі гэтую прафесію, чаму вы лічылі яе патрэбнай людзям, патрэбнай вам? Я уже говорила в одном интервью нашей Ниве, на самом деле мое решение, у меня папа работал в милиции до самой пенсии и, собственно, до его смерти. И также у меня вот не было такой прям в тот момент, в 17 лет, когда я шла в академию, у меня не было вот супер каких-то высоких идей, что я иду служить и защищать. Это была где-то семейная традиция, и также я еще в тот момент встречалась с молодым человеком, который учился в академии, и для меня это такая была история любви скорее, да, чем супер такой сознательный выбор. Но придя в профессию, я закончила академию с красным дипломом, я потом училась в магистратуре, я хотела продолжать научную работу в этой сфере. Я просто влюбилась в работу, и вот это искусство анализа юридических документов, искусство общения с людьми, искусство найти доказательства того, что, возможно, иногда сложно, да, и не видно на первый взгляд, распутывать какие-то истории. Для меня вот спасибо и академии, и моей работе первой, и моим руководителям, которые помогли мне в эту профессию влюбиться. А той малады чалавек, з якога вы былі закаханыя, ці ён цяпер працуе ў сістэме Міністэрства ўнутраных справаў? Я давно не общалась с ним. На тот момент, я думаю, что он не работает уже в системе Министерства внутренних дел. Мне кажется, что он отработал контракт и ушел из органов. А ваш бацька, ці мог бы ён паверыць, што такая сітуацыя будзе ў Беларусі, такая сітуацыя гвалту, калі ён ўсё жыццё папрацаваў у гэтай сістэме? Ён разумеў, што такое можа адбыцца? Разумеў карані гэтага? Я вот хотела бы с ним об этом поговорить, к сожалению, такой возможности мне не представится, но опять же, тут спекулировать и манипулировать тем, как бы он к этому отнесся. Я знаю однозначно, что вот по его работе и по своей работе, и по работе коллег, это очень тяжелый труд на самом деле, и этот труд заслуживает быть уважаемым. И эти люди, которые работают до самой пенсии и уходят на пенсию с проблемами со здоровьем, то есть система о них не заботится точно так же, как она не заботится и об остальных гражданах. У них нет защиты ни нормального медицинского обслуживания, кто бы что там ни говорил про поликлинику МВД и так далее. То есть они работают на износ, их система использует. У них нет юридической защиты, у них нет свободного профсоюза. Они такие же незащищенные граждане страны, как и все остальные. Насчет гвалта, что бы он сказал... Я думаю, что он бы очень сильно удивился тому, что происходит сейчас, потому что даже 90-е годы, даже то время, когда он работал, такого ужаса не было. Ну і, напэўна, вы зараз пералічылі праблемы, якія ёсць у супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў. Ну, напэўна, ім не падабаецца тое, што даводзіцца цяпер рабіць. Я думаю, што можа это толькі адзінкам падабацца, тое, што яны робяць з людзьмі.
Конечно, да, и им тоже, они уже прозрели, они уже понимают, они оценивают события, которые произошли с августа. Они же умные люди, они понимают, что их точно так же обманули. Ни одного доказательства, там какие-то кукловоды, какие-то лагеря подготовки протестующих. Ну, извините, если у нас такая сильная разведка, то где же, почему мы не внедрили за все эти годы хотя бы одного своего человека в эти лагеря подготовки протестующих, где какие-то доказательства? То есть давайте основываться на фактах, не вот эти вот эмоциональные пропагандистские какие-то высказывания. Давайте смотреть правде в глаза. Если бы это был подготовленный протест, он бы шел совсем по-другому. Это совершенно явно было видно, что это спонтанная реакция людей на несправедливость. И у сотрудников, конечно, открываются на это глаза. И сотрудники, конечно, понимают, что вот сегодня я хочу уйти из милиции, я хочу уйти из системы, мне некуда обратиться, меня никто не поддержит. У них совершенно нет инструментов, точно так же, как и у всех остальных. Святлана, вы з'ехалі ў Амерыку, атрымалі там яшчэ одну адукацыю, маеце вельмі прэстыжную працу і взяліся за даволі важную справу дзеля Беларусі, займаецеся ёй, бярэ шмат высілкаў, намаганняў, часу дзеля пераменаў у Беларусі. Ці вы вернецеся ў Беларусь, калі перамены будуць дасягнуты, ці вы вернецеся ў новую Беларусь? Ну, видите, это такой вопрос, который, наверное, вы слышите ответ, что не об этом надо думать сейчас очень часто, и не это главная проблема, которую мы решаем на сегодняшний момент. Но я вам скажу, что я готова вернуться в Беларусь, и это вопрос того, нужна ли я буду там, с теми идеями, которые у меня и у моей группы есть сегодня. То есть насколько эти идеи будут соответствовать запросу граждан внутри страны на изменения, да? Насколько лидер, который придет к власти в Новой Беларуси, будет настроен на проведение именно таких демократических реформ, потому что это процесс достаточно сложный. Если вопрос касается того, вижу ли я в себе силы и потенциал взять ответственность и какие-то действия активные в рамках реформы продвигать, да, я такой потенциал вижу, и я готова это делать. Нужна ли будет эта помощь или не нужна, это будет решение зависеть не от меня. Еще такой момент, наверное, он личный и экзистенциальный, почему я бы хотела все-таки приехать в Беларусь. У меня растет сын, ему сейчас 11 лет. И я понимаю, что если он вырастет в Соединенных Штатах, то он никогда уже не приедет в Беларусь. То есть, это как бы вопрос такой, видно по иммигрантам, видно по их семьям. Люди встраиваются, наши дети встраиваются в американское общество, и это просто потерянное поколение детей на многие поколения вперед для Беларуси. Мне бы не хотелось этого допустить, мне бы хотелось, чтобы у него все-таки был опыт жизни такой сознательный в родной стране. Ему было 4 года, когда мы уехали, и вот я бы хотела ему предоставить возможность все-таки выбирать сознательно свою дальнейшую жизнь, свой путь. Дзякуй вялікі. Гэта была Святлана Хілько, якая ў народным антыкрызісным кіраванні адказвае за ўзаемадзеянне з сістэмай МУС і за рэформу органаў унутраных справаў. Дзякуй вам вялікі. Дзякуй, Ганна. Всяго найлепшага.